Вы знаете, я сейчас, когда молился, мне пришли такие мысли. Вы можете согласиться со мной. Вы знаете, после того, как вы прослушаете, я вчера их слушал, мы были в Саране, и я хочу сказать, церковь, она просто была в восторге от всего того, что они говорили. Церковь, благая весть города Саране. И, знаете, я хочу сказать, что для каждого, наверное, страны, для каждой страны есть те две маслины, которые написаны в книге Откровения. И вот я думаю, что для нашей страны, для Казахстана, это и есть две маслины, которые ходят и проповедуют Евангелие всем народам. Давайте мы их поприветствуем, скажем, мы любим вас, благословляем вас, и пусть вас Господь благословит. Сіздерге амандық пен тыныштық болсын. Мир этому дому. Вас любит Господь. Скажите соседу, тебя любит Господь. Бог, скажите. И я тоже очень люблю. Есть люди, которые вот здесь сидят, меня давно знают, они могут подтвердить. Я очень вас люблю. Аллилуйя. Сейчас поет беседа о Господе Бога. Поэтому давайте коротко помолимся, потом начнем, да? О, құдірет күшті көкте әкеміз. Үшпірліктен тұратын біздің ұлы Құдайымыз, үшпірліктен тұратын біздің тірі Құдайымыз, үшпірліктен тұратын біздің құтқарушы, сауықтырушы Құдайымыз, оң жақтағы біздің панамыз. Алғыс саған. О жаратқаным, сен өзің осы жердесің қазір. Сен айтқасын, екі адам, үш адам менің атына жиналысып ортасында өзім боламын дегенсің, Тәңірім Иса. Сен біздің ортамыздасың қазір. Біз осы жиналыс сенің алақаныңа салып, өзің жетеле, өзің қолда, өзің қорға, өзің сөйле осы жерде. Мені аузым арқылы сен өзің сөйле, Тәңірім. Кел рухыма мен аузыма сөз сал. Осы жерде отырған әрбір ұлыңның, қызыңның рухани көзін, рухани құлағын, рухани жүрегін аш, Тәңірім Иса. Соған сенің айтылған осы сөздерінің бәрі ізі қабыр болып жазылатын болсын жүректеріне. Осылардың рухани өміріне азық болсын, Тәңірім. Естеріне шықпайтындай айтып, өшпейтін ет жаза көр, Тәңірім. Осы тілегімізді қазір бергенің үшін біз саған басым деп алғыс айтамыз. Бүгін осы жерде кереметтер болады. Өйткені сен кереметсіз еш уақытта жүрген емессің, Тәңірім Иса. Сонда көрсеткен кереметтерің үшін барлық алғысты, барлық мадақты біз саған бағыштаймыз. Тәңірім Иса, біз саған бағыштаймыз. Кел рух, біз саған бағыштаймыз. Иса Масының атынан дуа еттік. Амин. Мынау жерде отырған көпшілік бауырлар барлығы да осы менің айтқан әңгімемді түсінгісі келеді. Сондықтан мүмкіндік болса барлығы түсіну үшін мен орысша сөйлесем деп тұрмын. Ал енді кейбір жерлерін түсінбеген қалған жерлеріңіз болса өзіміз қазақшалап отырып түсінсеміз кейін жарай ма? Мына бауырлардың бәрі де осы тыңлағысы келіп отыр осы жерде. Сондықтан сіздер жаңағы қапа болмасаңыздар, мен орысша сөйлей берейін. Мою жизнь, меня зовут Сарбай, так, мне 68 лет, так, у меня 4 детей, 2 сыновей, 2 дочерей, от 3 женатые, замужние, уже семейные, одним словом, от 3 детей я имею, вернее, Господь мне подарил 9 внуков, 1 внучка и 8 внуков. Так, последний еще сын не женился, так, кое-кто может иметь в виду, вот здесь сидящие. Так, я молю Бога, каждый раз молю Бога, Господь, от этого младшего мне дай 4 внуков. Тогда будет ровно как у Якова, 12, да? Но я уверен, что он мне даст 4 внуков. Аллилуйя. И всем желаю также, что у вас было очень много внуков. Мою жизнь
можно разделить на несколько этапов. Так, последняя работа моя, я был директором школы. Тоже, что интересно, смешанной школы. Половина русских, половина казаков. Я родился в семье божественного человека. Моя мать была очень божественным человеком. До 37 лет она родила 13 детей. Из них 10 умерли, нас 3 остались. Я и 2 сестер старших. Я самый последний у матери. Когда она была беременна, дала Господу Богу обет такой: если будет этот сын, я с того дня, в общем, себя посвящаю на тебя, Богу. И что интересно, я родился, и с того дня, ей было тогда 37 лет, и до своей смерти она скончалась 95 лет, когда было ей, где-то около 58 лет, она все время ходила, сидела, лежала, молилась. Я знаю вот что. Так, за 58 лет она не пропустила ни одного намаза, вот молитва казахская, да, намаз, не пропустила. И за те годы, которые она пропустила, она еще оплатила Господу Богу долг такой. И что интересно, я рос в такой семье, божественной семье. Когда кончил школу, поступил в институт, стали преподавать такие, в смысле, науку, называемые диалектический материализм, историческим коммунизмом, в общем, такие науки. Ленинизм, марксизм, в общем, енгельсизм. Одним словом, атеизм. Это все сводится к одному слову, атеизм. Атеизм значит безбожие. Что интересно, я очень хорошо был, вернее, обучался на этих предметах. И, в конце концов, при горкоме партии, настоящем это Акимет называется, да? Так, открылись курсы атеистов, я поступил в эти курсы и окончил на красный диплом. Оттуда я вышел красным атеистом, красным безбожником. И что интересно, я на любом месте, при любой аудитории, я дерзновенно мог сказать: Бога нету. Почему? Потому что там описывается, Энгельс сказал вот так вот, да, или Маркс сказал, Ленин сказал, что Бога нету, потому что физики так сказали. Так, они ссылались на физику. Я как раз кончал факультет физики. Возгордились: о, раз Энгельс на меня ссылается, Маркс на меня ссылается, Ленин ссылается, значит, мы физики такой народ. Так, не хуже самого Господа Бога, да? Потому что они ссылаются, такие ученые. В общем, одним словом, я стал красным атеистом. Потом фундамент советского государства было именно атеизм, безбожие. Так. На этом атеизме строился Советский Союз. Что вы знаете, как оно быстро исчез, да? Всего 70 лет прожил. И что интересно, говорили, если человек не член коммунистической партии, он не человек, одним словом. Потому что такого человека никогда не поставят на посты. Так, есть такая поговорка: если солдат не мечтает быть генералом, значит, он плохой солдат, да? Есть такая поговорка. Так, я был учителем, соответственно, я мечтал стать директором. Для того, чтобы стать директором, необходимо стать членом коммунистической партии. Так, когда принимали коммунистической партии, члены задают вопрос: Бог есть или нет? Обязательно задают. Проводят, как сейчас называют это, тестирование, да? Тогда называли это экзаменационный, в общем, период, да? И обязательно спрашивают: Бог есть или нет? Я так, как красный атеист, смело, дерзновенно сказал: Бога нету. Меня приняли члены партии. И один зоотехник тоже хотел стать главным зоотехником, да?
Он тоже был божественный человек, и ему задают вопрос, Бог есть или нет? Если скажешь, не знаю, тогда скажешь, иди узнай, потом придешь. Обязательно здесь должен конкретно сказать, Бога нету. Вот такой бум был, это 60-е годы того века. И у него спрашивают, Бог есть или нет? Он говорит, кроме Бога, Бога нет. Что он сказал, кроме Бога, Бога? Эти слова, эти сидящие комиссия не услышала. Так, нет, они услышали. О, он сказал, нет, давай примем. Его приняли и поставили его главным зоотехником. Вот такое было время, период такой. И я работал директором школы, и в один прекрасный день Господь доказал, что Он имеется. И очень жестко доказал. У всех у нас в семье начались проблемы. У моей старшей сестры самый младший сын, как говорится, с ума сошел. 24 часа в сутки он говорит, не перестает говорить. Отцу матери кидается с топором, с ножом, в общем, такой буйный шизофрения. Когда он через 1,5 года перестал говорить, в общем, вылечился, и старшая его сестра заговорила. Так, в этот момент у младшей сестры дочка, которая кончала техникум на красный диплом, поступила в университет в Алмату, в Казгу. Через 3 месяца она возвращается домой. В чем дело? Она говорит, как я одна остаюсь, тут появляется, говорит, один старик в белом одеянии, белой чалме, так, бородатый старик, говорит, появляется, и наводит, говорит, на меня страх. А мы говорим, что он говорит? Он говорит, читай Коран. Ну, говорим, ну, читай тогда, что же, читай, если он требует так. Ну, если буду я читать Коран, я, говорит, не буду ходить на дискотеку, что ли, или не буду ходить, скажем, на танцы, или не буду смотреть телевизор, что ли. Мне такая жизнь, говорит, зачем нужна? В один прекрасный день, это было 13 июня 80-го года, в 81 году, нет, 80-го года, 13 июля, этот заявляется старик, 4 часа утра, говорит, Сауля, вставай. Она встала, будешь читать Коран или не будешь читать? Она говорит, нет, не буду, тогда выпей. Она выпила, оказалось, уксусом. Как это случилось, никто не знает. И ее положили в больницу, и каждый раз говорит, вон она стоит, у двери стоит. Она видит, мы ничего не видим, да? И казалось вот так вот. Видение, что ли, что-то такое. И через 13 дней она скончалась. После нее ее братишка 15 в 8 классе, который учился, повесился. Вот такие проблемы. Так. У меня проблема. Такая пошла проблема, в общем, такая болезнь, что ли. Я плакать хочу. Плакать хочу. Ну, натурально, громко хочу плакать. Не могу. Думаю, вот 100 грамм выпью, заплачу, да? Выпью, ничего подобного, и заплачу. В общем, в конце концов, вечером приезжал домой. Как приезжал, я не помню. Обязательно приезжал домой пьяный. Потому что 100 грамм, сколько 100 грамм я выпил, я не знаю. В конце концов, я не могу вспомнить, как я приехал, где приехал, как, я не знаю. Но Господь Бог меня всегда сохранял. Без аварии, без ничего, я приезжал домой. Утром встаю, лежу дома. Вот такая болезнь. И я курил в день 3 пачки скуривал сигареты. Одну сигарету, другую скуриваю, вот так вот, прикуриваю, курю, 3 пачки в день. Иной раз тошнит, вырываю, потом обратно сполоснул, рот обратно начал курить. Вот так вот была тяга к курению.
И в один прекрасный день, это было 9 декабря 80-го года, я приехал, как приехал, не помню, утром говорю матери: мать, я хочу бросить пить. Она говорит: хорошо, это прекрасно, бросай его пить. Я сказал Господу Богу: Господь, я бросаю пить. Больше бутылку с водкой в руки не возьму. Так я поклялся ему, сказал. В общем, и по сей день Господь Бог меня как бы держит в этом своем обете. Я по сей день не держал в руках бутылку с водкой. Через 5 дней матери говорю: я хочу бросить курить. Бросай, говорит, это прекрасно, бросай. Я бросил курить и тоже так же обещал Господу Богу: сигарет, это пачку, говорит, с сигаретами не возьму в руки. По сей день не держал в руки. И после 13 дней, это было 10 декабря 81 года, так, 23 декабря я матери говорю: я хочу держать пост. Тогда есть месячный пост держали в июле месяце. А я вдруг хотел держать пост в декабре месяце. Она говорит: хорошо, держи. Так. И стал держать пост, взял пост. Так, ну правда, вечером кушаем, утром кушаем, как мусульманский пост, да? Не так, как сейчас мы держим пост. И на 13 день я вечером покушал, лег спать, Господь, нет. Я увидел сон. Мне вот такую большую книгу подносит, дает в руки. И что интересно, вот такая вот посередине книга, да? Так, вот так по диагонали расчерчена, сверху по-арабски написано, снизу какой-то старик, так, в чалме, на ишаке скачет. И через 3 дня стал я читать, свободно читать арабский. Коран я стал читать, свободно. Это как-то вроде похоже на сказку, да? Но это боль. А? Все-таки сказка, да? Все-таки, хотя бы отлично, но сказка, да? Но не сказка, это быль. Поэтому, когда говорят, что когда сошел Дух Святой, так, все заговорили на разных языках, так, они грамматики не изучали, но правильно стали говорить. Я не удивился, потому что я сам видел вот такое прикосновение Господа Бога. Я стал читать арабскую книгу. Вернее, Коран стал читать. Так, потом мать с женой ходили до этих шаманов, до этих муллы. Они сказали: твой муж должен стать муллой. И я пошел в райкомпартию, так, я говорю: я ухожу от вашего безбожия. Так, секретарь райкома партии, ну, скажем, Аким, да? Так стал материться, ругаться: ты зачем, туда-сюда. Он не за меня он боялся, он за себя боялся. Если узнаешь, что кто-то по своей воле ушел с рядов партии, его сняли бы с работы из-за того, что он проводит плохую агитацию, пропаганду. Поэтому он сильно ругался: я посажу туда-сюда, в общем, чистым вот русским смачным матом. Он сам русский. Ну, я бросил партбилет, ушел. Ну, правда, через некоторое время он, оказывается, послал одного человека в эту психбольницу, взял оттуда справку, что Сарабат Анабаев сошел с ума. В общем, меня списали со списка. И я стал изучать законы ислама. Это кодекс законов, называется шариатом. Да. И что интересно, я быстренько объехал Тараз, Чимкент, Ташкент, все эти близлежащие города, где услышал, где какая книга есть, я обязательно с ней ехал туда, эту книгу за любые цены покупал. И за 8 месяцев
Господь Бог мне как бы дал такую мудрость, я все законы шариата, как говорится, выучил наизусть. И все муллы, которые рядом со мной сидят, никто в присутствии меня ничего не говорит. Потому что все стали бояться меня. Потому что если что, я сразу открываю книгу, а он говорит, я так слышал. А я говорю, я не слышу, я вот читал, вот тебе книга, на, прочти. И, в общем, через месяца 3 меня признали, как хорошего муллы. Потом была тоже эта сенсация. Вдруг вчера вот ходил, пил, гулял, курил, так, лгал, грешил, стал муллой, да? Это как-то неестественно. Это была сенсация для всех. Все вот, принял это, как говорится, как Божие знамение. И меня стали считать как святой, что ли, человек. Почему я так хвалюсь, да? Не знаете, да, почему я хвалюсь? Однажды загремел среди ясного дня гром, понимаете? Вот такого хваленого муллы старший сын приезжает и говорит, отец, я хожу в церковь. Каково было это? Громом, да? Правда, меня очень уважали по всему району, все узнавали, так, и как бы шли. А вдруг мой сын приезжает, я, говорит, хожу в церковь. Я говорю, зачем ты ходишь там? Я говорю, там Бога своего нашел. Слушай, говорю, я 18 лет ищу, я не могу найти Господа Бога. Ты где нашел? В церкви, говорит, здесь. Я, говорит, нашел в церкви. Ну, зря, говорю, зря ты ходишь туда. Ну, я говорю, придет день, так, каждый из нас, мы будем держать ответ перед кем-то. Тогда, чтобы ты на меня не обижался. Чтобы ты не говорил, отец, зачем ты меня не вернул назад, чтобы ты этого не сказал. А он говорит, нет, я не скажу. Такая уверенность у него, понимаете? Я, говорит, не скажу. Ну ладно, иди. Но когда он хотел мне признаться, что он ходит в церковь, да, у него было лицо кислое, понимаете? Вот, может, боялся, может, неудобно. В общем, у него было кислое лицо. Потом через 4 месяца приезжать, опять такие кислое лицо, говорит, отец, говорит, оказывается, мне надо пройти водное крещение. Я говорю, зря. Чем дальше, тем хуже. Он отходит от меня. Вы знаете, что же говорю, за хвоста 2 кораблей не надо держаться. Раз ты пошел за Иисусом, иди полностью. Так, уехал. Через дней 15 приезжает обратно. Я, говорит, отец, он сияет уже, радостно приезжает и говорит, я принял водное крещение. Теперь, говорит, вам тоже не помешало принять Иисуса Христа. İnsan size kavganızı itti mi lan? Не вот так тұрсын дедім, не вот так тұрсын. Я говорю, когда ты уходил, принимал Иисуса Христа, я препятствовал? Нет, говорит. Тогда будь со своим Иисусом. Я, говорю, буду со своим Мухаммедом. И он ушел. Через 3 месяца, 3 года он обратно приезжает со своей семьей, с внуками. В общем, почаевали, потом я ходил во дворе, слышу, кто-то громко плачет дома. Забегаю домой, думал, я что-то случилось. Жена присела к стенке и громко плачет. Я говорю, в чем дело? Зачем ты плачешь? Она еще сильнее стала плакать. Я говорю, ты что, оплакиваешь меня, что ли? Или готовишься оплакивать меня? Если оплакиваешь, я еще живой. Мен жоқтап атсам ба деп жатырмын да. Егер жоқтап атқан болсаң, онда мен тірі отырмын. Ал енді жоқтауға дайындалып, репетиция жасап атсам, өлейін деп жүрген жоқпын мен. Не болды деп сөйтсем, ол айтады. Если репетируешь оплакивать меня, я говорю, что не собираюсь умереть. Я в чем дело?
Она говорит, Галымжан сказал, это старший, который меня уговаривал принять Иисуса Христа. Галымжан, говорит, сказал, что стучится в мою дверь Иисус. Я, говорит, приму Иисуса Христа. Ну, принимай, зачем плакать? И она приняла. Я один остался. Оказывается, все мои дети, все мои снохи, там, зятя, внуки уже ходят в церкви. Я один остался. Ну, как такого в семье трения не было на этой почве. Как мы жили, так жили. Я тихонько со своим Мухаммедом, они шумно со своим Иисусом. В общем, нормально мы сживались. И в один... Ну, после того, как жена ушла, когда я остался один, я стал скрупулезно изучать Коран. Коран как зерттеп бастадым. Я хотел найти, я стал изучать Коран не для того, чтобы вот познать Господа Бога, а вернуть их обратно назад. Такая была цель. Я хотел найти стихи в Коране, которые компрометировали бы Иисуса Христа. Иса жайында бір жаман сөз айтылған аяттарды іздеп оқи бастадым мен. Құдай танығым келген жоқ. Анау балдарды Исаны жамандап қайтып әкелгім келіп тұр мешітке. Когда я стал изучать Коран, правда, я последний год, 5,5 года я изучал Коран. Это не чтение. Изучать это совсем другое. За одно слово пересчитываешь книгу целиком. Ищешь, где еще что сказано по этому поводу. Вот это есть как раз называется изучением любой книги, любой науки. Потом я стал изучать Коран. Но Коран такая книга, очень плохо запоминается, трудно запоминается. Там 6666 стихов. Так. И что интересно, один стих абсолютно не имеет связи с другим стихом. Если, скажем, вот Сарбай, он бывший директор, бывший имам, сейчас он христианин, да? Так, скажем, Мухиддин, он бывший, скажем, начальник треста, или ПМК, скажем, сейчас он благовестник. Абсолютно связи нету. Так, также все эти стихи друг с другом не связаны. Их хронологии нету, как в этой книге у нас в Библии. Хронологии, поэтому очень плохо запоминается. Поэтому я весь Коран переписал. Зачем книгу переписывать, да? Переписал вот таким образом. По Корану, что сказано о Боге, отдельно выписал. Что сказано про сатаны, отдельно выписал. Что сказано про ангела, про человека, в общем, полностью классифицировал книгу. И на каждого пророка сделал картотеку, отдельную книжку сделал. Так. Это была очень, очень такая трудная работа. Так. Но всю зиму я сидел только и писал. Целая коробка получилась, рукопись. Но что интересно, когда я стал вот так классифицировать, да, мне стала проявляться более ясная картина. Теперь пророков я стал отдельно изучать. Про Моисея, скажем, про Авраама, Ибрагим пайғамбар жайында, Мұса пайғамбар жайында, Дауд пайғамбар жайында, әрқайсысы жайында жеке оқи бастадым. Так, в Коране упоминаются имена 28 пророков. Когда стал я изучать пророков, 27 из них одинакового строения, все из двух кровей, отцовский и материнский, так, все они, как все другие нормальные люди, скажем, мы устроены как? Так, кости, там, мясо, мускулы, сверху кожа, все, да? Мы все одинаково устроены. Так, 27 из них одинаково устроены, так, из двух кровей. И все они женатые были, все они согрешили, так, все они, когда хотели показать какое-то чудо, просили Господа Бога: «О Господь, помоги!» Так. И все они умерли, у всех
могила на земле. А один совсем не похож на других. У него есть мать, отца нету. Так. Он ни разу не согрешил. Так. У него не было семьи. Так. Он никогда не просил никого, чтобы ему помогали. Он велел: встань и ходи. Так. Или скажем: о Господь, дай мне. О Господь, помоги. Он никогда не просил, он велел. Он приказывал. Он совершал чудо. Так. Потом у всех, у других могила на земле хранится по сей день, а у него могилы нету. На третьем воскрес и вознесся. Потом из-за одного слова Иса я стал перечитывать Коран. Оказывается, в Коране имя Иса упоминается в 91 месте. 91 месте. Из них в 42 местах его возносит до уровня Господа Бога. Так. Но не признают его как Господа Бога, но возносит его до уровня Господа Бога. И 4 стиха в Коране перевернули мой мир. Так. Первый стих. Әнбия деген сүренің 91-ші аятында былай деп жазыпты. Біз пайғамбарларды бірінен соң бірін жібере отырып, Мәриям ұлы Исаны жібердік. Ой, кешіріңіздер. Біз намысын сақтаған әйелге Мәриямға рухымыздан үрледік. Сөйтіп оның өзін де, ұлын да құдіретіміздің үлгісі еттік депті. Бүкіл жаһан халқына құдіретіміздің үлгісі еттік депті. Түсініңіздер ме? Намысын сақтаған әйелге, Мәриямға біз рухымыздан үрледік. Сөйтіп оның өзін де, ұлын да, Мәриямман Исаны бүкіл жаһан халқына құдіретіміздің үлгісі еттік депті. Так. И ту, которая сохранила свою скромность, мы вдунули в нее нашего духа и сделали ее и ее сына знамением для миров. Это 91 стих суре пророки. Как это надо понять? Учителя есть здесь сидят? Которые? Нет, да? О, отлично. Есть хотя хоть один человек, коллега. Так, у нас у учителя есть такой термин наглядное пособие. Если, скажем, сказать супергородскому человеку, есть такое животное, называемое коровой. Он ничего представлять себе не может. Так, если мы вот здесь повесим корову, рисунок коровы или там фото, да? И скажем, вот это называется корова, имеется рога, так, он щипает траву, 4 ноги, доишь, молоко дает, да? Другой раз, если скажешь корова, он сразу будет представлять этот рисунок, да? А вот здесь, если мы будем представлять, кто он такой Иса, обязательно будем знать, представлять, что собой представляет Господь Бог. Кем он представляет собой. Так, ознамением. Теперь из-за этого слова ознамения я Коран обратно перечитал. Ни одного остальных 27 пророков не назвали, сделали его ознамением. Только Иисуса Христа. Так, это что-то. Потом, Али Имран сүресінің 27 аятында былай депті. Былай депті. Қандай еді бәйеке, көмектесіп берсеңізші. Али Имран сүресінің 55 аятында былай депті. Исаның соңынан ілескендерді қияметтің күніне дейін қарсы болғандардан дәрежесін жоғары етем депті. Так, давайте вот прочтем на русском языке. Бог сказал, вот сказал Аллах: о Иса, я успокою тебя и вознесу тебя ко мне, и очищу тебя от тех, которые не веровали, и сделаю тех, которые последуют за тобой, выше
тех, которые не веруют до дня воскресения. Кыяметтің күніне дейін қарсы болғандардан дәрежесін жоғары етемін депті. Вот представьте себе, все мои внуки бегают в церкви. Так. Они следуют за Иисусом Христом. Правильно, да? Теперь в каждом доме, разумеется, отец считается как бы президентом этого дома, да? И вдруг, он считает себя как бы главой этой семьи. Так и оно есть. Так. И он как бы выше всех считается по рангу в доме. И вдруг вот здесь пишется, кто против Иисуса, нет, кто следует за Иисусом, его воздействие говорит над тем. Я стал представлять себе, что мой внук, которому 3 года, он выше меня перед Господом Богом. Представляете? Вот здесь заиграл моя самолюбие. Как вдруг этот ребенок, да, перед Богом выше меня. Хотя я служу Господу Богу уже 20 лет. Так. Сколько я служений проводил ислама. А мой внук всего лишь бегает в церкви. А у его Господь Бог больше почитает, чем меня. Заиграло самолюбие. Дальше. Тех, которые против Иисуса, накажем сильным наказанием на этом свете и на том свете. И не будет у него помощника. Мына жерде былай депті, Исаға қарсы келгендерді, бұл дүнияда да, ол дүнияда да өздерін қатты азаппен жазалаймыз, және оларға ешқандай жәрдемші болмайды депті. Ал енді шариаттың кітабында былай дейді, қияметтің күнінде таразыны орнатады, оң басына, оң табағына сауабын салады, соң табағына күнәңді салады. Егер сауабын татып кетсе, жұмаққа кіресің. Күнәң татып кетсе, егер ла илаха илlallah Мұхаммед Расул деп жүрген болса, Мұхаммед пайғамбар секір мініп алады дағыны өткізіп береді деген сөз бар. Мына жерде Исаға қарсы болсаң дейді, ешкім жәрдемші болмайды, Мұхаммед те жәрдемші болады. Так, вот здесь тех, которые против Иисуса, накажем сильным наказанием в этом миру и на том свете, и не будет у него помощника. А в шариате написано, если человек произносит слова «Ла илляха илlallah Мухаммад Расула», это нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед его пророк. Если так человек признается, так признаете его, тогда во время Великого Суда устроит, говорит, это весы тарелочные, да, механические. Когда, оказывается, Коран был написан, и вообще электронных этих весов, оказывается, не было. Так, на одну чашу, говорит, ложат добрые дела, на другую чашу злые дела. Если добрые потянут, значит, пройдешь это через нос, попадешь в рай. Если злые дела потянут, да, тогда попадешь в ад. Если ты произносишь эти слова, заклинания, что ли, обязательно подскочишь на правую тарелочку, Мухаммед, и перетянет, говорит, тебя проведут. Одним словом, он будет ходатаем там. А вот здесь пишется, это так шариат написано, а вот здесь пишется, если кто против Иисуса, не будет никакого помощника. Вот здесь для меня Мухаммед потерял свой авторитет. Как же так? Вдруг до сих пор я верил. Крайне, слушай, если кое-какие грехи я совершил, есть Мухаммед, он заскочит обязательно на эту тарелку. Так я был уверен. А вот здесь, говорит, не будет помощника. Он потерял для меня авторитет. Потом другой стих. Это Хадид сүресінің 27 аятында былай депті. Исаға ілескендердің жүректеріне жұмсатпен мейірім салдым депті. Сейчас. Потом мы отправили по следам их наших посланников и отправили вслед Иисуса, сына Марьям, и даровали ему Евангелие, и вложили, смотрите, вложили в сердца тех, которые последовали за ним, кротость и милосердие. Жұмсатпен мейірім салдық депті Исаға. Из-за этих двух слов, милосердие и кротость, я
прочитал обратно Коран. Ни одному из этих пророков, скажем, если следовали, не сказано, я дам милосердие и кротость. И что интересно, сильным наказанием накажу, кто против, скажем, Моисея, тоже не написано. Кто против Мухаммеда, тоже не написано. Только против Иисуса кто сказал чего? Обязательно накажем сильным наказанием. А вот здесь говорит, кто следует за Иисусом, мы вложили, говорит, милосердие и кротость. Так, что это означает? Бұл нені бізге нені білдіреді? Егер дейді, мына кітапта айтады. Егер дейді, сен бауырыңды кешірмесең, онда менен кешірім сұрам, мен де сені кешірмеймін дейді Құдай. Егер бізді Құдай кешірмесе, біздің жұмаққа кіре алмайтынымыз анық. Так. Господь Бог говорит, если ты не простишь брата своего, то у меня не проси прощения, я тоже, говорит, не прошу. Так, в шариате написано, это все, я вам перерассказываю, как написано у нас в исламе, откуда я вышел. Так, там написано, когда наступит судный день, скажем, как с площади этого следа лошади, вот с такой площади, да, встанет, говорит, 1000 человек воскреснет. Люди столько умерли, столько сейчас находятся, столько еще придут. В общем, если будет зоб такой, все они встанут, так, и столько людей много погибло, да, что с такой площади встанет 1000 человек. Так, и раздадут им пропуска. Если на правую руку тебе дадут, это по-арабски хатнама называется. Значит, там написано «Сарвай прощен». А если я на левую руку меня подадут, да, значит, там написано «Сарвай не прощен». Но что интересно, они не знают, что держат в руке этот пропуск, да? Они идут. Все смотрят на этого председателя суда. Кто он? Председатель суда, великого суда. Иса, разумеется. Мы все будем смотреть на него, и нет ни у кого, скажем, такое понятие вот, перебрать с одной руки на другую. На земле бы он прочитал, переменил бы, да? Там не сделаешь этого. Так, теперь, как тебя зовут? Женя. Вдруг Женя мне скажет, Сарбаята, ты сволочь. Конечно, он такой не скажет никогда. Так. И завтра придет и скажет, Сарбаята, вы простите меня. Если у меня вот здесь каменное сердце, я сказал бы, ты говорил, ты меньше моего внука, кто ты такой сякой? Туда-сюда, да? Может, я собрал еще друзей, поколотил бы его. В настоящее время такое пошло. Наймут? Нету. Такое тоже есть, да? У тех людей вот здесь каменное сердце. Так, если у него в сердце милосердие и кротость, я сказал бы, ну ладно, Женечка, ладно, я прощаю тебя, больше не делай такое. И подружились бы. Так, теперь давайте проследите со мной, побудьте на секунду. Я хочу войти в рай. Так, для того, чтобы я вошел в рай, я должен быть прощенным. Так, для того, чтобы мне быть прощенным, я должен простить Жене. Так, для того, чтобы я простил его, у меня должно быть милосердие и кротость в сердце. Так, это дается только тому, кто следует за Иисусом Христом. Никуда теперь не денешься. Правильно? А кто следует за другими пророками, не написано ни за одним. Так, это исключительно. Потому что я же говорю, из-за этого слова, 2 слов я пересчитал Коран. Потом последнее, что было это для меня, последней каплей. Здесь мұнда Ниса деген сүре бар да, сол сүренің 159-58 аяттарында былай депті.
кітап иелері, біздің бәріміз кітаптың иесіміз. Құдайдан кітап түскен бізге. Кітап иелері өлуінен бұрын әлбетте Исаға иман келтіреді. Және қиямет күнде оларға қарсы өзі куәлік айтады депті. Әлбетте деген сөздің қазақшасы обязательно деген сөз. Сонда әрбір кітаптың иесі өлуінен бұрын Исаға құтқарушым деп сену керек екен. Иман деген сөздің қазақшасы сенім деген сөз. Исаны құтқарушым деп жүрегіне қабылдау керек екен. Так, в этом стихе написано «Жены», 158 стих, на русском, это в переводе Крашковского, а в переводе Халифа Алтай 158-159 стихи. Халифа Алтайның кітабында 158 аяттар. Мына жерде 57, орысша аудармасында. Нет, Аллах вознес его к себе, ведь Аллах великий и мудрый. И поистине из людей Писания нет никого, кто бы не уверовал в него, в Иисуса, до его смерти. А в день воскресения он будет свидетельствовать против них. Так. Это уже не оставляет нам ни секунды на завтра. Потому что когда человек рождается, есть две истины. Первая истина. Он в один прекрасный день обязательно умрет. Согласны, да? Год, 10, 100, он умрет. Другая истина. Никто не знает, кроме Господа Бога, когда он умрет. Есть две истины. Теперь, я видел вот такую смерть. Моя мать вот сидела, да, утром, мы завтракали, она вот так вот наклонилась и скончалась. Прямо вот сидела, разговаривала тем более. Вот так и наклонилась и скончалась. Когда я прочитал этот стих, всю ночь я ворочался вот так вот сбоку на бок, не сомкнул глаз, потому что я очень боялся. Я знал, что могу умереть, вот моментально сейчас могу умереть, и я могу умереть, вот я сейчас говорю вот здесь, раз и упал, умер, такое тоже может быть. И приехал туда, встретили меня там. Что интересно, у них такая традиция, человек 10-12, вот, лента «Аллилуйя, Иисус», встречает людей, так, спрашивает, какая проблема? Я говорю, я ищу Иисуса Христа. Так, о, мы найдем, сразу завели меня в зал, где-то посередине я сел, я ничего не видел, никого не видел. Вот такие глаза, наверное, у меня были. Ну, в общем, посадили меня, я не упал. Потом по всему залу пошла такой шепот. О, а имам пришел. А один пастор здесь проповедь читает. По всему залу такой шепот, все повернулся на меня, смотрят на меня, на пастора не смотрят, все на меня смотрят, а я краснею, я чувствую, что краснею, потому что вот здесь очень жарко стало. И потом пастор говорит в конце, кто впервые пришли, так, выйдите сюда. А я бегом побежал, думал, не успею, вдруг еще спотыкнусь, умру. Но я дошел, иду, вот, плачу, понимаете. Вы знаете, я плакать не мог, да? Так, я иду, вот, плачу, заливаюсь. И мне как-то неудобно. Смотрю, как-то неудобно. Все моложе меня, а я бородатый старик, иду, плачу, да? И все-таки вот так вот смотрю, и ничего подобного, все стоят, многие стоят и говорят, о, Бог вас любит, о, хорошо, значит, Бог тебя любит, хорошо. Оно не смеются. Потом, в общем, нас повели на второй этаж новопринявшихся этих масхлер, христиан. Повели туда, передо мной идет одна молодая женщина. Ее ведет под руки пожилая женщина. У молодой женщины руки вот такие, обе руки вот такие, и вот так вот переступает. На второй этаж долго мы поднимались. Что интересно, она села против меня. Так, там на стол поставили там эти печенье, там чай подали. Она подает печенье, она откусила, положила обратно, старая кормит ее.
Так, подала, подносит бокал, она отпивает, обратно стол, вот так вот. Она сидела, кормила ее. Потом они стали 4 женщин и 1 мужчина, брат Василий. Ныне он сейчас работает в Алмате пастором. Василий, брат. Он положил руку вот так вот и стали молиться. Громко стали молиться. Господь, Господь, кричат. Потом, прош, кричат. Я не понимаю, зачем. Интересно, они то приглашают Господь, Господь, да вызывает, то отгоняет Господь, Господа Бога. Оказывается, они не Господа Бога отгоняли, они сатану отгоняли, да? Но кричали, сильно кричали. Это для мусульман неестественно. У нас в мечети сидим, Коран читаем, шептаемся и разошлись. Так, как такового, чтобы громко говорить в мечети, это не положено. А они так кричат, раскричаются, понимаете, прош, сильно кричат. Для меня это было как-то неестественно. Потом она закричала: «О, мама, я могу рукой двигать». У нее правая рука задвигалась. Она оббежала стол, стулья там сбила по пути. Такой шум, гам, она добежала до дочери. Она, кажется, дочь ее. Обнялась, она сильно тоже стала плакать. То, что они раньше кричали, да, это было шептанием. После того, как у нее задвигалась рука, да, так стали они кричать. Я думал, потолок сейчас свалится. Через некоторое время она опять закричала: «Мама!» И другой рукой могу двигать. У нее обе руки вот так вот задвигались. Вот это было чудо. Я 20 лет находился в мечети, и ни разу, чтобы у кого не то, что пол, вся рука, вот палец пошевелился, я не видел. А вот вдруг все руки у нее пошевелились. Господь Бог показал мне чудо. То до этого я, правда, Килкта прочитал, так Библию прочитал. Всего 1 раз прочитал до этого. Но там сказали, что он встань и ходи, он встал и ушел. Вот так палец положили, он стал зрящим. В общем, много таких чудес творил Господь Бог, да? Я думаю, что-то ты, брат, загибаешь. Такое невозможно. Я воспринять не мог. Это для нас было неестественно. Вдруг раз он встал и 18 лет лежал параличем сведенный, и вдруг он побежал, да? Это не представлялось мне естественным. И вдруг вот здесь я вижу сам своими глазами вот такое чудо. Вот это да, я понял. У них слова с делом не расходятся. Это было чудо для меня. Потом, через месяц, я вижу сон. Я стою вот на таком склоне горы, так, снизу человек 8, 6 впереди, 2 сзади, сверху я стою, метров 5, может 7 выше них. И слышу голос: сейчас он прилетит на белом облаке. Я считал, вот Иисус прилетит на белом облаке и вознесет своих. Я думал, у них стажем больше. Так, мне всего 1 месяц. Но в крайнем случае я буду смотреть, как они вознесут его. Буду видеть. Вдруг появляется, как примерно с ковра, так, толстый слой облака и летит на нас. Перелетает через них, раз, меня поднял и вверх, ввысь поднимается. Потом я думаю, что они делают, те, которые остались, а? Как они это восприняли? Хочу оглянуться. Я слышу голос: не оглядывайся, не оглядывайся. Но все-таки я оглянулся. Я их не вижу, но полет остановился. У меня было как-то очень жалко. Обратно повернулся. Обратно полетели. Потом опять хочу повернуться, посмотреть на них. Что они делают? Теперь уже властный голос слышу. Это не тот голос, как прежде, да?
не оглядывайся, не оглядывайся. И проснулся. Я сразу понял, мне ни в коем случае нельзя уже оглядываться на свое прошлое, на свой ислам, на свой, скажем, имамство, там, на свой прошлый, скажем, мирской жизнь. Ни в коем случае нельзя оглядываться. Это я понял. Потом через месяца 6 дней и 3 месяца Господь Бог еще раз меня коснулся. Это было для меня великим ознамением. Я с неделю тому назад я слышал профет такой, что у нас имеется проклятие предков. Это проклятие может человека, в общем, проклятие от предков, от всех наших проблем, от этих проклятий и от наших грехов. Так. Я узнал от проповеди этого пастора, что это проклятие может снять только Иисус Христос. Так. И стал. Ата-бабалардан келіп тұрған қарсы бар екенін білдім де мен. Менің бойымда қарсының бар екенін білдім мен. Ол қарсының менде көрінісі мынандай болды. Обои моих сестер скончались от полиартрита. Особенно младшая сестра, у нее сидела 7 лет, прямо вот сидела, не могла даже вот так вот перевернуться, сидела. Коленки были вот такие, как футбольные мячи. Все пальцы вот так вот скривились. Куда я только не возил ее. Каким профессорам, каким этим санаториям я не возил. Но абсолютно не было никакого облегчения. И старшая сестра тоже так скончалась. Потом, когда они умерли, мои суставы стали болеть. Весной 1 раз, осенью 1 раз стал я больницу посещать. Вернее, ложили меня. У меня тоже стали суставы болеть. Так, у моего отца 2 было жен. У младшей жены все дети болеют бронхитом. Отец болел бронхитом. 19 лет болел, скончался. И я тоже 50 лет, 51 год, 50 лет, когда мне стало, я тоже стал болеть бронхитом. Теперь я узнал, что этот бронхит и этот полиартрит от проклятия предков. И стал молить Господа Бога. Господь Бог Иисус, я узнал, что Ты можешь снять проклятие предков. Я знаю, что у меня есть проклятие. Ты сними. И это было 28 октября. Сильный шел дождь. Так, темно было, абсолютно было темно. Вот так вот глаз выколи, ничего не видишь. Так, и лежал я в комнате и молюсь: Господь, убери у меня проклятие. И появляется вот здесь рука, загорелая рука с правой стороны. Я вижу на его, вот так вот вижу. Тянется, дошла рука до уровня сердца и оттуда вытаскивает тампон. На рану толкаешь же, да, тампон? Вот такой тампон вытаскивает. Толстый вот такой примерно, да? И кругом это покрыто гноем с кровью. Но запаха нет. Вытащил. Сантиметров 40 он вытащил, потом исчезла и рука, и тампон исчез. Потом через 3 дня, было еще очень холодно, я летом обязательно в фуфайке ходил вечером. Так, а такую погоду я всегда надевал, хоть осень, надевал шубу. Так, приехал один брат, сидит на лошади, разговариваем, смотрю, я стою в джемпере. Это для меня неестественно, я должен стоять в шубе. Потом я стал щипать вот так вот. Сильно стал щипать. Смотрю, я живой. Потом я стал кусать губы. В конце концов, я почувствовал вкус крови. Я понял, я стою живой. Ну, в смысле, трезвый, да? Как это называется по-русски?
В себе, да? Я стоял в себе. Потом я стал молить Господа Бога, убери этого скорее, а? И он, в конце концов, уехал. Быстро, бегом забежал домой, смотрю, шуба лежит у меня. Тогда я понял, о Господь, оказывается, ты меня снял. Проклятие. Мне не так холодно стало на улице. Если бы сейчас, скажем, было то время, я сейчас перед вами стоял бы опять-таки в крайнем случае в фуфайке. Вот сейчас мне, скажем, сейчас в пиджаке жарко. Да, слава Богу. Очень жарко сейчас мне. А так бы я стоял обязательно в фуфайке, хотя бы не в шубе, в фуфайке стоял бы. После всех этих ознамений я навсегда остался в Его доме Господнем. И я стою перед вами. Аллилуйя. Так, если есть вопросы, пожалуйста. Или оставим на потом? На потом, да? Хорошо. Тогда, после того,